Здравствуйте, дорогие наши телезрители! Мы продолжаем буддийский путь. И сегодня у нас в студии удивительный гость, почетный работник науки и образования Российской Федерации, ветеран труда, педагог Сютхольского Кожуна Ондар Берзат Каңоловна. Ондар Берзат Каңоловна является постоянным участником научной практической конференции по святым местам Тувы. И эта конференция организовывается культурным фондом НРЛ. И в 2015 году, в 2016 году, 2 года подряд ее ученики были призерами научно-практической конференции по теме биографии Геше Араптана. И Берзат Каңоловна является потомком в 4-м поколении Геше Араптана. И мы очень рады, что мы нашли очень хорошего информатора, и мы представляем ее. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о биографии Геше Араптана. Араптан Гешви родился в Стючкине, местечке Адресерек, в 1889 году. Раньше у тувинцев был обычай женить своих детей очень рано, 12-13 лет. Араптана хотели женить и выделять новую юрту. Араптан тогда не хотел и убежал в Монголию с детьми богатых. В монгольском монастыре он учился 10 лет, в тибетском 5 лет. И обучался 15 лет, достиг ученого звания доктора буддийской философии, ученого звания. И приехал работать в Стюхуре. В монгольском монастыре Кандан учился 10 лет, в тибетском 5 лет. Обучался 15 лет и достиг ученого звания доктора буддийской философии. И приехал работать в Стюхуре. Араптан имел более 30 хураков. И вдруг, как страшная молния, подан сигнал правительства гонения лам из Кюре, разрушение монастырей. К началу 40-х годов не осталось ни одного Кюре. В апреле 1941 году, обвинив Араптана Гешви, как и многих реализованных лам, за распространение религиозных знаний, посчитали его морально и политически недопустимым. Привезли его на коня под охраной козел и через месяц расстреляли. Из его ала конфисковали коня, более 60 овец и 3 коровы. Он женился 40 лет на бабушке Игоря Танзиноловича. Когда уводили Араптана, дочка осталась в колыбели, и Араптан дал совет жене: на документе моей дочери не пишите мое имя, а пишите имя другого, потому что мою дочку не примут в школу из-за меня. И так дочка Серема не носила имя родного отца на всю жизнь. В настоящее время она живет в Кызыле, ей 83 года. Она работала учителем математики высшей категории в Шаганарской школе. Сын Чемиол рано ушел из жизни. Он является первым сыном основателя нашего рода Чульдюма, убежавшего в Туву в 1859 году от эпидемии инфекционной, тогда неизлечимой болезни дифтерия, количество 5 человек, 3 сестры Чульдюм и мать из Горного Алтая. Они остановились в устье Теректихе в Стюшкине, услышав, что там живут добрые люди Андары, которые имеют собственное кюре. Глава Ондаров Төгстей по прозвищу Карганкелин, узнав, что поблизости остановились какие-то неизвестные люди с детьми, стал познакомиться с ними поближе. Познакомив, заметив у юноши необычный талант изображения божеств Бурханов,
И договорился он сделать внутреннее убранство и оформление своего хуре. Чулдым выполнил заказ, как по мечте Тогустея. Глава Тогустея очень ценил и уважал Чулдыма. Ему подарил новую юрту и привез ей красавицу-невесту, искусную мастерицу Аежи, отобрав ее у человека Хорсова. Отца Аежи звали Туктупоста. У молодоженов получилась счастливая большая семья из 6 детей. В 2010 году они составили родословное потомки 950 человек. А через 13 лет, в 2023 году, составили потомков стало 1860. Из 2060 потомков нет ни одного почитателя другой веры. Когда впервые построен Истюхуре, туда перевезли убранство и оформление хуре Истюшкина. Это все сделал отец Араптана Чулдым. В Истюшкине хуректиге есть бурганный жарок. Там есть барельеф божественных бурханов на камне. Сделал его брат Араптана Кешви Тава Кечил. Тава Кечилу было тогда 19 лет. Он сделал по идее отца Чулдыма. Цель барельефа – мир на земле. Камни прикреплены деревянными столбами высотой 2 метра 50 сантиметров. И памятник барельеф на государственную охрану принят с 2011 года. Приезжают сюда гости из разных уголков Тувы. Интервью дал постоянный житель Истюшкина, 70-летний Борис Чатамбаевич Монгош. Изучив историю, биографию, узнали, учениками Араптана являлись и Севен Семен Хунаевич, бывший офицер, подполковник ТНР, еще Ондара Исана, племянник Араптана. Определили лучших потомков рода Араптана. Гордость нашего рода Тава Кечил Лама. Мастер-художник по приглашению работал в монгольском монастыре Кандан, Улан-Удинской, Тасан и Волга. Чамян Бимбаевич, заслуженный учитель РФ, кавалер ордена Макаренко. Ховалык Мадрол Бартыштанович, рекордсмен мира по альпинизму. Ондар Тенгиз Курсатович, майор полиции Козылского Кажуна, старший уполномоченный. Ховалык Толана Мадроловна, доктор физических наук, работает в Швейцарии, в городе Лозанна. Ондар Арат Тажолович, мастер спорта по физической культуре, лучший тренер шахматистов, тренер онлайн-клуба шахматистов Тува-Запад. Ондар Чуру, пятикратный чемпион по шахматам среди школьников. Биография Араптана уникальная. Он для нас пример родовой культуры. Мы ценим и уважаем его. Каждый год мы проводим тагылга в Истюшкине, где жил Араптан Кешви. Спасибо за внимание. Да, Берзат Тамболовна, это вам спасибо, что вы отозвались, пришли к нам, и что вы приехали из такого далека, это из Истюшкина. Перевалы, горы, через многие реки. Приехав в столицу, мы хотели бы вам подарить вот такой чай, Өгбелердің чайы, это чай потомков, и чтобы вы передавали все свои знания своим ученикам, чтобы они приезжали и выигрывали первые места. Еще будут конференции, и успехов вам, долголетия, чтобы вы еще жили. Спасибо. Спасибо вам. До свидания. Спасибо. До свидания.